Следующий урок у нас будет посвящен поворотам на одной ноге, статическим элементам и прыжки с поворотами в воздухе. Первый раздел – это у нас повороты на одной ноге. Стоя на одной, руки в стороны, согнуть одну ногу к колену, ближе подняться на носок и выполнить поворот на 360 градусов. Тоже это выполнение идет с шага или с места. Выполняем. Поворот выше. Приземление обязательно, ноги нужно соединить, подняться выше на носок. Это у нас одноименный поворот и разноименные повороты. Выполняем с одна нога в сторону, руки в стороны, и поворот, нога у нас назад. Можно. И приземление ноги врозь, руки в стороны. Еще раз сделайте, пожалуйста. Оттолкнуться ногой, Валерия, и приземление. Хорошо. Это у нас повороты. Стойки, статические элементы. Что к ним относится? Вначале мы с вами рассмотрим такие элементы, как стойка на лопатках. Исходное положение. Упор, присев. Перекат назад. Выйти в стойку на лопатках. Руки под спину держать. Ноги прямые, носки натянуты. Согнуть ноги вперед. Группировка. Перекатом вперед. Выйти в положение упор, присев. Это одно выполнение. Правильно. Следующая стойка на лопатках выполняется без помощи рук. Перекат назад из упора, присев. Выйти в положение стойки на лопатках, руки внизу на полу. Держим 21, 22. Также согнуть ноги вперед. Перекатом вперед группировки. Выйти в положение упор, присев. Хорошо. Следующий элемент у нас с вами – это стойка на голове и руках. Со страховкой выполните вдвоем. То есть мы показываем, как выполняется страховка, как этот элемент выполняется. Исходное положение – упор, присев. Глазами или руками мы чертим все-таки равнобедренный треугольник для себя. И выше лобной части идет постановка головы с наклоном вперед. Дальше, поддерживая под спину, захват за голень, выходим в стойку, удерживаем, 21, 22. Согнуть ноги и прийти в положение упор, присев. Правильное выполнение элемента. Следующий элемент у нас с вами стойка на руках. Выполняем его из положения, отойти нужно на шаг от мата, руки вверх, исходное положение. Выйти в положение стойки, захват также за голень, не прогибаемся. И одну ногу опускаем вниз и поднимаемся, руки вверх. Садимся на маты. Выполним элементы, которые у нас выполняются статически. Удержание. Удержание, первый элемент – это углом. Угол, ноги вместе. Руки располагаются на уровне бедер. И нужно приподнять ноги от пола. Удержание также на 2 секунды. Выполняем. 21, 22. Если же у нас не получается этот элемент, мы пытаемся его все-таки научить. Если обучение, мы начинаем обязательно из исходного положения сет, опоры руками на уровне бедер, подъем ног несколько раз, только ноги, таз остается на полу. Упор обязательно идет на руки. Поднять, опустить, поднять, опустить. Следующее упражнение – это опора на руки и поднимаем тазовую часть с опорой. Несколько раз. Вперед-назад. Ну, имея еще и хорошие физические качества и гибкость, этот элемент должен у вас получиться. И попробуем еще раз сделать его все вместе. Поднять, удержать и опустить. Хорошо. Элемент ноги врозь, упор углом, ноги врозь. Руки располагаются впереди, да. И также мы с вами поднимаем ноги, опора на руки. И стараемся поднять в угол, ноги врозь. Поднимайся. Также за таз поднимаем под спину и удержание. Есть? Давай. Хорошо. Алена уже делает носочки, колени. Вот эти элементы. Следующий элемент у нас – это наклон вперед. Какие требования к этому элементу?
носки натянутые, руки вверх, исходное положение. Наклон вперед, достаем, стараемся достать до конца и обхватываем ногами, руками обхватываем ноги. Держать. 21, 22. Также приходим в исходное положение. И более сложный элемент, который предоставляется вашему вниманию, это высокий угол. Он выполняется из положения седа. Опоры нет, пальцы не ставим, ладонь обязательно, ладонь, ладонь. Поднимаем ноги, но у нас здесь уже обязательно ноги должны быть выше плеч. Опору на руки, Лера, поднимай, выше, складываемся и удержание. Это вот у нас высокий угол. Тоже для выполнения этого элемента обязательно нужны физические качества, как гибкость и силовая характеристика, это обязательно. Силой идет этот элемент, выполнение силой. Спасибо.